Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я научный сотрудник регионального представительства фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии. Наше бюро находится в Ташкенте, но мы работаем и в Таджикистане, и в Кыргызстане. Можете рассказать немного о деятельности ГАЗ Центральной Азии? С удовольствием. Сегодня была замечательная презентация Игоря. Он рассказал об общих принципах работы нашего фонда. Если коротко сформулировать, лозунг нашего фонда и отражает его деятельность. Он звучит по-немецки так: «Демократия und Gerechtigkeit», то есть демократия и справедливость. Это два базовых принципа, которые заложены в основу работы фонда. И если вы посмотрите на все программы фонда, в конечном счете все они руководствуются этими двумя принципами. Конечно, для Центральной Азии есть определенная специфика, естественно, связанная с регионом, с его геополитическим положением. Германия считает, что Центральная Азия – это регион с огромным потенциалом. В нем заложен большой потенциал для развития, но вместе с тем этот регион сопряжен с целой группой серьезных рисков, вызовов для его развития. Вы все о них прекрасно знаете. Это и геополитические риски, это и экономические проблемы, это проблемы неравенства, бедности, экологии. И Европа очень заинтересована в нескольких вещах. Во-первых, в независимости всех государств Центральной Азии. Во-вторых, в их интеграции, так? Потому что это создает совершенно принципиально иную основу для развития каждого из стран региона. Ну и в-третьих, конечно же, это безопасность, так? Потому что Европа – это регион же очень тесно связанный с Азией, это евразийская часть евразийского континента. И, конечно, Европе абсолютно не безразлично, как будет складываться ситуация в столь важном, стратегически важном регионе, в котором бурный демографический рост, высокий процент молодого населения. И, естественно, все программы, которые реализует фонд в Центральной Азии, направлены прежде всего на то, чтобы утверждать здесь идеи демократии, прав человека, правового государства, формировать необходимую среду для выработки мощных таких рекомендаций по обеспечению безопасности, региональной безопасности региона, упреждения тех угроз, которые существуют для региона. Это и зеленая повестка, в которой заинтересована очень Европа. И если вот суммировать, как раз это и входит в понятие того, что мы называем демократия и справедливость. И у Европы, конечно, есть свои интересы, о которых я уже сказал, и они совпадают с этими целями. Мне кажется, что это совпадает со стратегическими целями каждого из государств Центральной Азии и региона в целом. А какое впечатление на вас произвел данный форум, который сейчас происходит? Совершенно замечательная инициатива, очень интересна. Она интересна прежде всего потому, что это региональный контекст. Я уже говорил о роли молодежи в Центральной Азии и о том, что одним из приоритетов работы фонда является именно интеграция. И как раз это совпадает вот с этими двумя вещами. Здесь и молодежь, и здесь идеи интеграции. Ну и кроме того, конечно же, совершенно уникальная возможность, когда встречается представители молодежи Кыргызстана и Таджикистана. Мы знаем, да, сложный контекст взаимоотношений между этими государствами. И Конрад Аденауэр, фонд Конрада Аденауэра, конечно, пытается внести свой вклад в то, чтобы гармонизировать отношения этих двух государств, потому что мы исходим из того, что те противоречия, которые существуют, объективно существуют во взаимоотношениях двух государств, они не носят фундаментальный характер. Так? Их можно и нужно решать, и нам кажется, что молодежь может внести большой вклад в это благородное, очень важное дело. И мне кажется, что этот форум, ну и, конечно, участие молодежи Узбекистана тоже очень важно. Но этот форум в этом прекрасном городе Самарканде – это уникальная возможность для общения и формирования прочных связей между представителями лидеров молодежного движения трех центральноазиатских государств. Это совершенно замечательная идея, и мне кажется, она работает. Спасибо. Спасибо большое. Не за что.